Şimdi evet alayım doğmadı mı doğ. Умадатик olur bu şeyler da çek bak видик. Руки, пожалуй, самый главный инструмент врача. Без рук не сможешь держать пинцет, да, когда оперируешь. Так что на самом деле все зависит от чувствительности рук и осязания рук врача. Когда врач осматривает пациента, когда проходит какая-либо операция, это врач должен все чувствовать через пальцы. Если руки глухие к этим всем ощущениям, то можно поставить неправильный диагноз. Наш народ, вайнахи, чеченцы, у нас очень работящий народ. Мы, когда приезжаем домой на каникулы, те, кто живут в городах, и даже те, особенно те, которые живут тут дома, работают постоянно. У нас физическая работа, так как построить самому себе дом, это элементарно, это ничего особенного нет. Когда в России или в Европе, где я живу, там обязательно человек сам себе построишь дом, все там удивляются, как, зачем ты себе дом построил, можно же было к фирме обратиться, и они все сделали бы там высший класс. А у нас дома считается, наоборот, хорошим тоном, считается хорошим для хозяинов самому построить себе дом. В ходе этой работы, конечно, руки грубеют, да? То есть чувствительность пропадает, уже осязание становится глухим, и все это отражается, соответственно, на врачебной практике. Многие, я видел, ребята работают просто так голыми руками, да, руки от этого ничего не случается, но я предпочитаю перчатки одевать, потому что от этого зависит не только мое будущее, не только моя работа, но и здоровье моих пациентов. Для простого обывателя, для неврача может показаться, что это просто мелочи, но почувствовать руками человека, который всю жизнь там, клал кирпич, биение, например, аорты в брюшной полости или элементарно пульса, это очень сложно. Такому человеку понадобится больше времени, 2 минуты, чтобы уловить пульс, когда врач должен это сделать за первые 2-3 секунды, порой, чтобы спасти жизнь пациента. Он должен понять, что нет пульса, и перейти к жизнеспасающим операциям. Рабочий шаяхал был шиегатта. Халатта. Пошел, давай переодевайся. После школы я поступил тут в Чеченский государственный университет, на медицинский факультет тогда еще. И, в общем-то, с хорошими успехами начал там проходить обучение. Было интересно, интересный предмет, я был заинтересован. И, в общем-то, у меня были хорошие оценки, отличные даже. Мне тогда уже новый декан медицинского факультета Эдуард Баронович Киндаров предложил эту возможность обучаться за границей. Он просто в один день меня вызвал в кабинет и спросил меня, хотел бы ли я обучаться в Германии, как я к этому отношусь. Я сказал, да, это было бы хорошо, конечно. Я думал, это просто для чего-то своего там узнал, просто что студенты об этом думают, для какого-то проекта. Прошло 3 месяца, по-моему, с тех пор прошло, и как-то он мне спрашивает, и что, ты поговорил с родителями? Говорит, меня зовут Баронович. Я говорю, о чем я должен был с ними поговорить? Он говорит, как, о поездке в Германию, о поездке в Европу обучаться. Тогда еще не было точно известно, что это за страна. Я говорю, как это действительно серьезно было сказано? Он говорит, да, конечно. Домой мы приезжать можно не так часто, раз в год, порой еще реже. Возвращаясь из Ганновера в Грозный на каникулы, резко замечаешь изменения, что произошли с этим городом. Город очень динамично меняется в лучшую сторону. И гуляя по Грозному, я вижу, что появились новые магазины, появились новые сервисы каких-то услуг. На сегодняшний день в Грозном можно купить то же самое почти и получить те же самые услуги, что и в Ганновере, в Европе. Даже порой выбор больше.
приехали в наш первый город немецкий. У половины группы это был Лейпциг, а у нашей группы это был Марбург. Мы были удивлены, мы были действительно впечатлены этим городом. И я по сей день люблю этот город, хотя давно там не живу. Этот город дал мне язык, дал мне мои знания о культуре и научил меня жить в этой стране. Конечно, когда мы приехали, на первых порах было сложно. Было до того сложно, не просто физически, а было эмоционально сложно, так что у нас каждый вечер у многих болела голова от этого перенасыщения информации и от перенапряжения за весь день. Потому что спрашивается, ну подумаешь в чужой стране, да, там, ну не понимаешь, ну бывает. На самом деле наш мозг пытается это понять. И это как человек, который пытается сдвинуть вагон, который он не может сдвинуть. Был один интересный случай со мной в первый же день в Германии. Нас как привезли туда вообще? Мы приехали, в 3 часа ночи мы добрались до Марбурга, мы ехали от Москвы на автобусе. И просто меня привезли в общежитие, где я живу, дали ключ, сказали, вот ты завтра утром должен быть, показали на карте точку, вот тут ты должен быть, в этом здании, в 9 часов утра. В 3 часа ночи меня привезли сюда, в мое общежитие. Я заранее вышел в 7 часов, чтобы, если там опоздание туда-сюда, решил показать пунктуальность, да, как бы, чтобы впечатлить немцев. И, как говорится, по Остапу понесло, да? Пошел на остановку, оказывается, я встал не на ту остановку, надо было ехать в другом направлении, уехал куда-то в лес, приехал, автобус уже наконец остановился, я не понимаю ни слова по-немецки. Потом смотрю, он приехал, остановился, дальше нет, я подхожу к водителю на английском, говорю на английском, где мы, что это, куда мы едем дальше или нет. Водитель не говорит по-английски, это единственный человек в округе, которого я нашел. К счастью, в этот момент подходит девушка одна на остановку, тоже студентка, похоже. И я уже ей на английском обращаюсь, я ей говорю, типа, девушка, вы не могли бы мне помочь, я вот так потерялся. В конце концов, я приехал и поехал в правильную сторону на автобусе. Я ходил почти до 9 часов, пока ребята остальные подходить не начали, мы уже вместе начали искать. В конце концов, мы находим это здание на нашей стороне, где мы ходим, и смотрим в другую сторону. Мы просто его не видели, потому что мы смотрели туда, а надо было просто не проходить мимо, а заходить в нужное нам здание, и все. Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. So tell me when you're gonna let me in. I'm getting tired and I need somewhere to begin. I came across a fallen tree. I felt the branches of it looking at me. Is this the place we used to love? Is this the place that I've been dreaming of? Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. So tell me when you're gonna let me in. هذا سيرة سيرة وش عطيته دول فرغة If you have a minute, why don't we go talk about it somewhere? Учеба в Германии сама, там очень интересно. Система, конечно, там очень необычная, там заинтересовывают студента. Тебе не говорят, давай иди учись, тебе надо там в будущем быть профессором. Тебе говорят, вот, учись, не хочешь, не учись. Завтра будет экзамен, ты должен его сдать. Все, не сдашь, пошел отсюда, не получишь образование. Почему это работает? Потому что, я не знаю, на всю Европу, но в Германии, один раз провалившись на каком-то вузе, по всей Германии нельзя поступать. Все, запрет. Во всех вузах будут знать, что вот этот студент учился на медицинском, был исключен, и он больше нигде не поступит на медицинский. Ему больше не дадут больше шансов ни одного. Поэтому люди знают, что это их единственный шанс учиться и учатся. Студенты приходят подготовленные на занятия, и они уже обсуждают с профессором все, тему занятия, скажем. Да, доходило даже, у нас доходило до того, что
у нас расходились мнения с профессором, и мы просто спорили, там, кто прав. И там потом в конце концов профессор говорит: я не знаю, давай книги посмотрим, раз вытащил книгу, посмотрел. И это интересно. И так человек учит. Немецкая система образования говорит, что чем больше путей восприятия человеческого мозга занято образованием, тем лучше это все запоминается. Конечно, бывают трудности, бывают проблемы. Я живу там один, должен совсем сам справляться. И очень приятно, что есть мои родители, есть мой брат, есть мои друзья, мои сестры. Я очень благодарен моим родителям, которые поддержали меня в этом решении и дали мне шанс поехать в Европу на обучение. Потому что без согласия отца я бы не посмел бы туда поехать, а ему это было тоже трудно сделать. Я старший, на мне обязанности, и я должен был нести ответственность в его отсутствие, но он дал мне этот шанс, и, соответственно, эти все вопросы, все эти обязанности перешли на моего брата и на отца. Мы, конечно, все должны определиться с направлением нашей специальности, в которой мы будем позже работать. И я пока еще не определился. Я сейчас уже перешел в клиническую часть моего обучения, и нужно уже потихоньку найти свое. У меня есть уже некоторые наброски, и одно из направлений, в котором я с удовольствием работал бы, это педиатрия. Какая это именно педиатрия, пока не могу сказать. Там она различается по возрастным отрезкам детей. Но мне больше нравятся маленькие дети, работать с ними интереснее. Это продлевает жизнь даже, я бы сказал. И это трудно. Это очень трудно, потому что маленький ребенок, он не скажет, где у него болит, он не скажет, как у него болит, он не скажет, что он вчера ел или пил, если мама это не видела. Поэтому это трудное решение. Если я приму это решение работать в этом направлении, то я должен буду уже отвечать за жизнь каждого маленького пациента, который я буду в будущем принимать. Несмотря на то, что это очень сложно, работать с детьми, я себе это очень даже представляю. Это выше. Маршрут. بتاعي انت عاش كان هم خيس كلام ده شو ده كان شو بتاع كلام يعني إن شو شو سديش وعي وش ما أدري شو أخذ عني نعتس أنا